Белым саваном под Лениным. Не помню, в каком году в белорусской газете «Звезда» была опубликована статья Зенона Позняка «Покарание» о необходимости нести памятник Ленину в Минске у Дома правительства. Что он символизирует, как того прошел в тексте лидер некогда мощного движения и партии БНФ. Затем на страницах этого и других изданий велись долгие дискуссии. Представляете, такое было возможным даже в госсми, о необходимости декоммунизации. Дело было задолго до появления условных сегодняшних ябатик, сторонников узурпатора Лукашенко, и до рождения большинства условных сегодняшних ясветок, сторонников новой оппозиции. Тогда поговорили и забыли. А потом, в спорах на уровне «только не Кебич и не националисты», пришел реальный Лукашенко, к 27-й годовщине своего правления, успешно завершающий строительство фашистского режима. Этот человек отлично понимает значение символов – флага, герба, языка, церкви, памятников. Он, как мало кто, знает, что разница есть. С советскими праздниками, даже с измененными названиями, не въезжают в цивилизацию, не порывают с колонизатором. А роль начальника губернии – гарантия второго по значимости влияния над нею. Когда я с восторгом смотрел на то, как на Бессарабке в Киеве сносят памятник Ленину, позже их снесли все, за исключением временно оккупированных территорий, думал именно об этом. И мечтал, что так же будет в Беларуси. Мечтал, но не верил. Правильно делал. В спорах на уровне «только бы не Лукашенко» и «не националисты» на власть вроде бы как претендуют те, кто не только за два языка, никакой декоммунизации, дерусификации, внешнеполитическое направление не меняем, но и совершенно логично предлагает праздновать, например, 23 февраля, к белорусской государственности, не имеющей никакого отношения. Поэтому обещание Светланы Тихановской «в Новой Беларуси появится множество памятных дат, которые мы сделаем праздниками и будем отмечать все вместе», совершенно логично и прозвучало как угроза. О будущем такого государства гадать не приходится. Дальше. 3 марта тогдашний посол России в Беларуси Мезенцев заявил о необходимости единой символики Беларуси и России. Теперь эти белорусы вспоминают. Смена Лукашенко национальной символики на эрзац БССРовской, введение государственного двуязычия в 1995 году, называние узурпатором белорусских флага и герба фашистскими, коллаборационистскими и так далее, намерение их объявить вне закона, задержание за белорусские книги в 2020-2021. Изначальную попытку сделать символом протеста белые ленточки, по аналогии с российской болотной, соседство лукашенковской и российской символики с национальной в 2020 году. В 2021 году призывы типа оппозиции отмечать советские праздники под другим соусом, с вкраплением белорусских, но тоже с другим смыслом. Признание типа оппозиции, что не собираются пересматривать союзнические отношения с РФ и государственному двуязычию, ничего не угрожает, как и российским базам в Республике Беларусь. Символы не имеют значения, какая разница? Мезенцев, как и Лукашенко, отлично знают, что она есть и принципиально важна. И вот сперва НАУ, возглавляемая Павлом Латушко, который десятилетиями, напомним, верой и правдой служил режиму, а потом вдруг решил стать типа оппозиционером, объявляет о начале кампании «Цвет против тьмы». Дескать, для безопасности, но демонстрации своей массовости обозначайте себя белым. И сразу напомнил, что протесты в Беларуси начинались именно под этим цветом. Предыдущая попытка минимизировать использование червоно-белых стягов была предпринята внимание во время так называемого Дня Победы. Не дня окончания Второй мировой войны, конечно, не 8, а 9 мая, разумеется. К этой инициативе реактивно присоединяется Координационный совет, но тот, который не ставит себе задачей смену геополитической ориентации государства. Безусловно, и штаб Светланы Тихановской не заставил себя ждать. Той самой Тихановской, у которой мудрая Москва, мудрый политик Путин, с которым она так долго, с какого-то перепугу, просила аудиенцию. И все такие в белом. Вот и свежая идея Латушко. Вывешивайте на балконах и во дворах на просушку белое постельное белье и белую одежду. Пусть их увидит как можно больше людей. Не забывайте делать фото и делиться ими в социальных сетях с тегом «Цвет против тьмы».
Можно, конечно, бесконечно шутить про сезон, о необходимости создания видимости бурной деятельности в ситуации, когда все ранее декларировавшиеся этими деятелями задачи провалены, и про белый флаг шутить тоже можно. Они над нами уже просто откровенно издеваются. Доброе утро. Однако не слишком ли много совпадений? И возможно ли оспорить в данном случае победу Кремля и его минского вассала, в том числе и в символизме? И кто же это сделал? Гадалки можно не ходить. Главное, не как в Украине.